эфире телеканала программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. Вопрос трудоустройства молодежи – залог дальнейшего экономического и промышленного роста региона. Так, в Якутии во второй раз состоится онлайн-ярмарка вакансий для молодых граждан «Траектория карьеры». На ярмарке соискатели напрямую смогут задать вопросы работодателям, направить резюме и пройти собеседование. Какие именно вакансии будут представлены и по каким отраслям, узнаем у гостя нашей студии, заместителя председателя Государственного комитета республики по занятости населения Саввы Анатольевича Михайлова. Савва Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, Кристина. Добрый день, зрители. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация на рынке труда? По данным Сахастата, у нас численность рабочей силы 503 тысячи человек. С начала года трудоустроилось 13 тысяч граждан в нашей республике. И тем самым мы на август показали, в принципе, очень хороший результат. Это мы достигли численность регистрируемой безработицы 6,7%. Это даже во время до пандемии был, например, в 2019 году этот процент составлял 6,9%. Да? В прошлом году у нас регистрируемая безработица была, конечно, в связи с пандемией очень высокой, до 30 тысяч человек доходила. Сейчас мы стабилизировали эту ситуацию, у нас чуть больше 15 тысяч регистрируемой безработицы. Это говорит о том, что у нас комплексный подход у руководства республики, у правительства, вместе не только Госкомитет, а все правительство, органы исполнительной власти здесь приняли нормативную базу, приняли соответствующую работу, и тем самым мы ситуацию стабилизировали. Поэтому Якутия, мы можем гордиться этим, то, что одним из первых субъектов Российской Федерации мы показали допандемийный уровень безработицы. Расскажите о второй республиканской онлайн-ярмарке. Первая онлайн-ярмарка у нас прошла в январе этого года по поручению Андрея Владимировича Тарасенко, председателя правительства. То есть он проходит под эгидой председателя правительства. Уровень очень высокий. Опять-таки, у нас 2020 год пандемийный год, 2021 продолжается, но мы, чтобы трудоустроить молодых граждан, потому что вы сами знаете, что среди той же 15 тысяч безработных граждан в основном это молодые люди. Поэтому мы основной упор делаем на молодых граждан, поэтому мы провели такой онлайн-ярмарку и в сентябре решили, то есть на следующей неделе, 14-15 сентября, мы решили провести аналогичную ярмарку, в которой примет участие глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич. И мы подготовительную работу сегодня-завтра уже завершаем. И надеемся, уже по данным на вчерашний день у нас больше 4000, около 5 тысяч, скажем, вакансий уже в разных отраслях. Поэтому мы приглашаем зрителей, молодых граждан, не только молодых жителей республики, принять активное участие в нашей онлайн-ярмарке, и можно найти соответствующую, хорошую, подходящую работу, потому что заинтересованность здесь очень большая. Вы знаете, что мы проводили много вакансий, это городские ярмарки, это педагогические ярмарки, это промышленные ярмарки. Различия и отличия онлайн-ярмарки «Траектория карьеры» – это, скорее всего, универсальная ярмарка, которая охватывать будет по всем отраслям и сферам нашей жизнедеятельности. Расскажите подробнее, сколько вакансий рабочих мест будет представлено и по каким отраслям? Да, у нас будет работать 16 площадок. Это участвуют все министерства и ведомства нашей республики, например, Министерство промышленности. По отрасли промышленности и геологии у нас около 1700 вакансий. Это только угледобывающая компания «Колмар» представит более 1000 вакансий. Поэтому здесь надо принимать активное участие. В «Колмаре» требуются и электромонтеры, электрослесари, буровики, машинисты разных уровней, водители разных специальностей. Поэтому здесь могут посмотреть. У нас есть один из крупных отраслей – это образование.
здесь у нас учителя математики, учителя русского языка, поэтому у нас по линии Министерства образования ровно 1055 вакансий на сегодня. Поэтому здесь тоже мы приглашаем молодых педагогов, людей, которые вот окончили педагогические вузы и СУЗы. По Министерству здравоохранения у нас на сегодня 677 вакансий, начинаются от акушеров. И все наши министерства не только по городу Якутску вакансии дают, но в основном это наши населенные пункты, арктические районы, сельские местности. Поэтому и это МинЖКХ, это 328. Тоже разные рабочие профессии в сфере ЖКХ, поэтому все участвуют. И Департамент ветеринарии, и Министерство труда, и Министерство предпринимательства. Все наши министерства со своими отраслевыми подведами. Это, можно сказать, даже новые вакансии, те, которые вот не находились у нас на учете, там, в поиске, да, это мы актуализировали за август месяц. А вот помимо информации о вакансиях, что еще можно будет узнать на ярмарке? Да, очень полезная ярмарка будет, потому что помимо вот отраслевых площадок молодой человек может участвовать, выбрать 6 разных мастер-классов. Просто начиная даже, как составить резюме. У нас никому не секрет, многие не умеют даже резюме делать, да? Поэтому мы будем делать, как делать резюме. Будет психологическая поддержка от Центра психологической и социальной поддержки молодежи и семьи. Психологи придут и расскажут, какие вопросы есть. Вопросы карьеры, вопросов профобучения, переквалификации. Поэтому мастер-классы очень интересные будут. Так что это не только поиск работы, еще с одной стороны это учеба, курс маленький. А вот ярмарка будет проводиться во второй раз. Скажите, вот какая отличительная черта от первой ярмарки и на что будет сделан вот основной упор? Ну, основной упор, скорее всего, будет сделать на выпускников 2022 года. То есть уже сегодняшние студенты, выпускники вузов, СУЗов, они на следующий год уже могут посмотреть, где можно работать, где можно устроиться. Это раз. Во-вторых, мы большой упор будем делать на молодежь, которая проживает в сельской местности, в улусах, в районах, в арктических районах. Поэтому здесь подготовительная работа идет. Мы на всех глав муниципалитетов вышли, чтобы они образовали в населенных пунктах площадку, чтобы они через Zoom с нами на связь выходили, да, поэтому мы основной упор тоже будем делать и в районах, потому что информации вот в связи, скажем, да, информации иногда не хватает, поэтому основной упор на это будет делать. А где можно ознакомиться подробной информацией? Да, завтра мы запустим сайт, подготовлен уже, пресс-релизы, ролики. У нас социальные сети есть и у Госкомитета занятости населения, у Центра занятости населения республики, в наших филиалах, это Центры занятости населения в районах. Также через вот, средства массовой информации мы благодарим НВК Саха, Якутия-24, что вы постоянно освещаете наши мероприятия. Поэтому через средства массовой информации мы широко будем освещать и приглашать молодежь в наши мероприятия. Какую информацию может узнать молодой специалист по работе в арктических районах? Еще вот отличительная черта с первой ярмарки, да, мы не только вот в табличном варианте, да, например, требуется там учитель, где и телефон, нет. Здесь будет примерная зарплата, обеспечиваем ли жильем, да? Оплачивается ли проезд. Вот на такие вопросы они тоже будут вопросы задавать. И отраслевые министерства, крупные работодатели здесь сами будут на вопросы жителей отвечать. А как вы работаете тесно с муниципальными образованиями? Мы через Министерство молодежи вышли на все отделы молодежи, на всех лидеров молодежи в Наслегат, да? И сейчас мы, вот ровно неделя осталась, меньше недели, поэтому с главами на связи, чтобы активно они вовлекали свою молодежь, молодых граждан, чтобы приняли активное участие, зарегистрировались. Если, например, в январе у нас было около 5000 участников, а мы сейчас прогнозируем больше 7000.
В каких районах больше всего предлагается вакансий? В основном промышленные районы, скажем, да, промышленные районы – это сфера отрасли, это промышленность, ЖКХ, город Якутск, сфера услуг, банковская деятельность, да. И вот на северах, в сельской местности это прежде всего учителя, медики, поэтому нет такого района, где бы не нуждались. Поэтому любой житель населенного пункта, если готов переехать, если в своем населенном пункте нет работы, он может через вот, траекторию карьеры найти подходящую работу и переехать. А могут ли безработные выехать за пределы республики? Да, у нас такая программа есть, очень хорошая программа есть, вот проект «На вахту», есть проекты «Местные кадры», промышленность. В этом году у нас больше, десятки якутян, например. Только из горного района, я знаю, 15 человек сейчас работают в Кавактанском месторождении, это Иркутская область. Поэтому, то есть мы когда-то замещали вакансии только в своей республике, а сейчас мы уже выходим на другой уровень. То есть это говорит о том, что у нас подготовленные кадры и на профобучение идет соответствующая работа. А вот какие программы есть для людей предпенсионного возраста? Это идет по национальному проекту «Демография». Это проект содействия занятости. Вы знаете, и мы много рассказывали, это вопросы предпенсионного возраста. Это мамы, которые сидят по уходу до 3 лет, да, по переквалификации, например, если хотят поменять, например, специализацию, да, они тоже могут обратиться в наши центры, и мы консультацию даем. И в целом, я хотел бы сказать, вот, не надо стесняться, наши центры, двери открыты, всегда надо подойти, узнавать, какие программы есть, какие проекты имеются у нас. Вот об этом жители, мне кажется, должны к нам идти, а не только справками о том, что он работает или не работает. Поэтому наши двери открыты, и по поиску работы у нас только 20% всех клиентуры приходят в поиск работы, это только 20. Мы хотим это улучшить. Мы говорим о том, что в центрах, в нашей базе очень много вакансий, в том числе такой конкурентной, высокооплачиваемой. Поэтому мы стереотипы должны поменять у населения, чтобы к нам обращались побольше. Савва Анатольевич, спасибо за беседу, спасибо за информацию.